Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Уже разошлись сообщения, информация, видеоролики о пожаре. Вот в данный момент показываю 10 часов ночи, начало 11-го. Сейчас я вам покажу. Пожар потушен. Пожар потушен где-то уже полчаса назад. Там внутри еще ходят пожарные, проверяют, ищут, не остался ли кто-нибудь внутри. Я спрашивал у разных людей, начиная от министра здравоохранения, у МЧСников, у представителей других служб. Говорят, на данный момент никакой информации о пострадавших нет. Вот здесь у нас руководитель Центра медицины и катастроф. Рукман, есть информация о пострадавших? Есть информация, обращение было 3 обращения. Один сотрудник МЧС порез пальцев в результате своей профессиональной деятельности. Даже не пришлось зашивать, там незначительная травма. Женщина обратилась, но там больше истерического плана, психоневрологическое расстройство, оказали помощь. И вот к сотрудникам скорой помощи обратился сотрудник, который бежал, подвернул ногу. Сотрудник МЧС. Никаких других обращений не было. И то, что в соцсетях говорят, что вот выпрыгивать из окна, детей выбрасывать из окна, все это неправда, все это ложь. Поэтому я официально заявляю, что на данный момент здесь дежурят 8 бригад, 3 бригады Центра медицины катастроф и 5 бригад скорой медицинской помощи. Вот уже вы видели, машины разворачиваются, уезжают. Но на всякий случай все службы города Грозный, то есть медицинские организации, были приведены в положение состояния повышенной готовности. Ну, слава Богу, по крайней мере, вот эта чрезвычайная ситуация обошлась без человеческих жертв. Да. Давай. Там внутри еще пожарные ходят, проверяют. Будем надеяться, что никого там не окажется, что все вышли. Пока никого не нашли. Это был покажу еще немного. Рамзан, нормально, Рамзан. Надо сказать, что все службы, начиная от МЧС, пожарников, городские службы, все сработали очень оперативно, слаженно.